Приветствую вас, друзья. Ситуация с коронавирусом заставила обратить внимание казахстанцев на состояние дел в нашей медицине отечественной. И мы увидели информационный белый шум вокруг пандемии, вокруг карантинных мер, вызван не только собственно состоянием дел в медицине, которое плачевно или на высоком уровне, вот прямо сейчас воздержусь сказать, но сопровождается фейковыми всякими вбросами, когда ситуация с болезнью либо преувеличивается, либо искажается совершенно другим образом, вплоть до распространения нелепых фейков, которые человеку в 21 веке, человеку, умеющему читать, писать, пользоваться интернетом, и распускать бы не следовало. Всякая дичь, всякое вот пещерные, вот пятикантропские рассуждения есть у нас. И о медицине мало. Медицина — это все-таки такая отрасль науки, где, чтобы о ней рассуждать, надо иметь хотя бы какие-нибудь минимальные познания на уровне хотя бы выпускника медицинского колледжа, наверное, а не так, когда всякий сейчас лезет с умным видом обсуждать медицину, не имея никаких абсолютно познаний. Поэтому будет полезным поговорить с врачом, патентованным врачом, имеющим врачебную степень, с врачом-профессионалом, который с окончания медицинского университета, вуза, по сей день продолжает работать в этой сфере. И таковой врач, Рабит, врач Национально-республиканского диагностического центра. Вы начали свою карьеру, поступив в медвуз в советское еще время, также? Да, Маке. Вы окончили вуз в каком году? Я закончил вуз в 1994 году. Ну, в 1994 году. Но это с учебом, с учетом всей интернатура, ординатура. Да, был еще перерыв в армию. Да, поступили когда в медвуз? В 86 году. В 86 году вы еще отслужили армию, потом... После первого курса отслужил армию, потом... Да, боюсь, у нас нет микрофона, будет плохо слышно, поэтому надо либо вы громче. говорите громче, либо вы говорите Надо тихо, громче. а я потом пересказываю громко. В общем, с 86 по 94 год изучал медицину в Семипалатинске. Значит, видел все наше, начиная с советских времен, до сегодняшнего дня. Да, и вот вы безотрывно трудитесь в медицине. И вот в связи с этим вам первый вопрос. Вот критики нынешней казахской медицины, критикуя ее недостатки, всегда, не всегда, есть у нас определенная часть нашей аудитории, общества, которая все сравнивает с Советским Союзом, и медицину в том числе. И вот говорит, что сейчас медицина у нас в чудовищно низком уровне, коррумпированная, врачи окончили дипломы, купив их за баранов, так вот принято говорить. А вот при СССР была такая классная и чудесная медицина, и как жаль, что мы ее потеряли. Вот вы, как выпускник советского медвуза, начавший карьеру при СССР, при советской системе здравоохранения, и потом уже 30 лет живете при независимом Казахстане и работаете в казахской медицине. Вы бы могли сравнить советскую медицину и казахскую? Есть между ними разница? Что было лучше, что было хуже? Рахмет, біріншіден, құрметті қауым, құрметті көрермендер, осы коронавирус байланысты қаншама адам қаза тапты Қазақстанда. Солар үшін туған туыстарына менің атымнан арты қайырлы болсын, марқұмдар иманды болсын, жандары жанатта болсын айтқым келеді. Екіншіден, Марғұланға рахмет осы сұхбатқа шақырғанына үшін, себебі мен уже қаншама жыл істеймін. Орысша сөйлесеңіз. Фейк таратушылар орыс тілділер, қазақ тілділер емес. Қаншама жыл істеймін, бірінші рет сұхбатта отырмын. Ары қарай орысша сөйлеймін. В общем, советская, что медицина? Я советскую медицину могу сказать только, что когда я в 2007 году я поехал на практику, на учебу в Англию,
Это был культурный шок, потому что я вот в 2007 году я понял, насколько мы и тогда с Союзом, и вот в нынешнее время, насколько мы отстали от западной передовой медицины. И вот сейчас я смотрю на нашу медицину, вот уже 2020 год, я уже такого шока не испытываю, потому что мы очень много сделали, вот именно в этом плане мы очень много продвинулись вперед, мы приблизились к Западу. Я это без всякого страха говорю, без всякого этого говорю, чтобы кому-то там жағымпаздып, я это не имею в виду. Мы намного продвинулись вперед, у нас мощное современное оборудование, современные технологии очень много, вот именно вот в таких крупных городах, как Астана, значит, Алматы, Шымкент, Караганда. И тут нужно сказать, что это большая заслуга не только вот нас, врачей, которые вот работают, да, а большая заслуга вот государства, именно тех министров здравоохранения, которые были. Ну что было при советской медицине? При советской медицине, вот вы, если пациент с инфарктом миокарда, допустим, поступал, он просто лежал, ему делались там лекарства какие-то, вводились. А сейчас все вы знаете прекрасно, что вот приезжает пациент, ему делают через сосуды, заходят, ставят в сосуд трубочку, стенд, и он фактически выживаемость очень высокая, до 90% выживаемость. А при Советском Союзе было наоборот, выживаемость там 10% и 90% смертность. Вот и вся разница в принципе. А такие кардиоцентры у нас сейчас в каждой области, в каждом регионе, в каждом городе, в областном центре вот такие кардиоцентры есть. Теперь второй момент, который я вот уже Маргулану до этого говорил, он это знает прекрасно, это любую медицину в стране характеризует младенческая смертность. Младенческая смертность – это показатель, характеризующий медицину в стране. В Казахстане в 2018 году младенческая смертность была 6 промилле. В 2019 году была 8 промилле. Что это означает? Это означает, что из 1000 родившихся детей, вот у нас в 2019 году родилось 400 тысяч детей. И вот в Казахстане. И вот из этих 400 тысяч, значит, погибло, значит, в первый год жизни погибло, в каждой 1000 погибло 8 детей, к сожалению, 8 детей. Для сравнения, я скажу, для сравнения в СССР в 1989-90-х годах в СССР смертность была от 18 до 22 детей на 1000. То есть разница в 3 раза. 3 раза. У нас сейчас разница в 3 раза с тем СССР. У нас лучше. 3 раза. То есть у нас детская материнская смертность в 3 раза меньше, чем в СССР в конце 80-х годов. Я говорю про детскую смертность. Детская. Младенческая смертность детей до 1 года. Да, детская смертность. Да, это показатель медицины. И это мы сравниваем с Советским Союзом уже поздним, Можем когда сравнить. он вышел на пик своего могущества. Да, то есть про медицину, состояние советской медицины 70-е, 60-е годы Молчи. говорить не приходится. Не приходится. Я-то знаю разницу между советским и нынешним нашим казахским. У нас не так все плохо, как малюют. И по медицине видно это, прям видно наглядно, можно потрогать, какие медицинские комплексы у нас построены. В каждом областном центре много где с современным оборудованием. Врачей отправляют регулярно на всевозможные учебы, повышение Я квалификации. весь мир объездил. Да, вот вы за государственный счет же. За государственный счет. Да, и это же не только потому, что вы в Нур-Султане, в республиканском центре. Я знаю, что очень активно ездят врачи в других городах, в Семее, допустим. Да, поэтому вот интеграция, международный врачебно-медицинский опыт нами перенимается. Но вот что можно было бы сказать тем, кто вот носится с этим советской системой здравоохранения, выдавая как за лучшие образцы, за идеал. Вот
одним предложением им что-нибудь можно сказать? Ну вот это пример детской смертности, да, это, наверное, наиболее такой, Это самый показательный пример. самый показатель, да? Да. Так вот, у нас, смотрите, в Казахстане детская смертность меньше, чем при Советском Союзе в 1989 году в 3 раза. И это показатель медицины. Это один из основных показателей медицины. Детская смертность считается во всем мире. И я еще добавлю здесь, что ни в одном нашем СМИ, вот наших СМИ, да, вот эти, Ну, наши СМИ, я вам скажу, что я о них думаю потом, потому что на камеру это не печатно. Наши СМИ это пророссийские, чужие СМИ. ни в одном наших СМИ вот этот факт я нигде не читал и не слышал никогда. Вот если я открываю российские СМИ, допустим, там пишут, вот у нас рекордно низкая, там рекордные вот такие показатели, рекордные у них всегда. А в Казахстане у нас пишут наоборот, что у нас все плохо. Да, у нас рекордное Рекордное в плохом. в плохом смысле. Да. У них Про рекордное хорошее не пишут, это- в хорошем, а у нас рекордное в плохом. Да, потому что эти СМИ работают на то, чтобы принизить всячески наше национальное, показать недееспособность, несостоятельность нашей медицины. И вот мы действуем с оглядкой на Россию, на российский опыт. Я знаю, что вы в России тоже практиковались. Сравнить российскую и казахскую медицину можно? Я Это был- сравнимые вещи. Это сравнимые вещи. Я был ведущим институте хирургии в Москве имени Пирогова Николая Ивановича. Значит, это 8-этажное здание вот, с такой старинной постройки, не как у нас вот эти вот центры, которые вот все широко, там Ну да. везде можно, везде есть Пирогова, по-моему, прошлого века, это еще с царских времен. Нет, здание это современное, но оно не европейское, я так скажу, ну, не европейского масштабов таких. У нас здание намного красивее, просторнее. У нас оборудование, вот, которое вот ребята приезжали вот сейчас на помощь в борьбе с коронавирусом, с России приехало много ребят, врачей, анестезиологов. Вот они все говорят, что у вас, ну это мы у вас должны учиться, а не вы у нас. Потому что, А зачем их привезли тогда, если они должны у нас учиться, а не на ну это может, с одной стороны, они нам так немножко Льстят. льстят или хотят нас похвалить, но это то, что я слышал, это все, что я сам слышал от ребят вот с России, которые сюда приехали помочь нам с коронавирусом. Можно сказать, что у нас есть парадная медицина, выставочная, Нур-Султана медицина Астаны, и медицина остального Казахстана, и между ними пропасть. Я бы так не сказал, в том плане, что сейчас любой пациент с любой глубинки может попасть в Нур-Султан и здесь пролечиться. То есть Да, по квотам. по да. квотам, да. Не, а если без квот, а у себя там условно Ахтобе или ну, Атырау? крупные Атырау, Актобе, это безусловно, у них там свои клиники такие масштабные, но с другой стороны весь цвет именно врачей, которые работают, он действительно сосредоточен в крупных городах. Алматы, Астана, Караганда, Атырау тоже считается, Шымкент. Я бы вот не говорил про Шымкент. Почему у нас все время говорят, в Шымкенте плохая медицина? Это совершенно неверно. Я знаю таких ребят с Шымкента, врачей, нейрохирургов. Они любую американскую клинику украсят своим присутствием, своим умением, своими знаниями. Это все тоже навязывается, что Шымкент это плохо. Ну, то есть вот во врачебной среде, среди врачей, неважно, интерны, ординатура, в медицинской сфере есть понимание того, что вы делаете одно дело, живете в одних условиях, но вас пытаются выставить в ином свете, качественно ином, плохом, нарицательном, и что это делается целенаправленно, или вы это все думаете, это человеческая психология, натура такова, все охаивать, поддаваться панике, пугать друг друга. Но я все-таки думаю, что это большую роль здесь играет средства массовой информации. Они у нас немножко дезинформируют население. Они именно играют вот на этих чувствах, когда нужно вот изобразить какой-то один, вот этот мальчика с Атырау, помните, да, с холодильника? Вот. Да, да. Я приблизительно считал, его в СМИ упомянули несколько сотен раз. Ну, около, там, что точно не Ну, могу сказать. вопиющее, действительно чудовищное преступление, безнравственное, аморальное.
Там еще, да, там, но вот посудите, на основании одного вот этого факта делать, это все делать, ну, у нас приравнивают сразу, бросают всю тень на всю медицину. И этот факт без конца тиражируется. Вот. Даже вот последний, вот, постоянно вот это упоминание идет, и оно постоянно, как рефлекс Павлова на собаку, что это все это, значит, у нас Да. выработан рефлекс Павлова. Мне приходится постоянно слышать, что наша медицина это нечто отстойное, низкое, вообще не надо переступать порог, потому что залечат до смерти, обдерут как липку, оборудования нет, врачи тупые, за баранов купили. Дипломы купили. Вот такое мнение у нас распространяется среди населения. Я сам в это не верю. Хотя то, что коррупция в медицинской среде есть, это, конечно, факт. Она есть. Не все ангелы в медицине. Вот возьмем даже любую, вот те же бизнесмены. Есть бизнесмены, которые покупают аппараты ИВЛ сейчас. А есть, которые на этом наживаются, Да. перепродают лекарства. Люди разные, поэтому говорить о том, что все бизнесмены плохие или вся медицина плохая, это тоже некорректно вообще. Вот и последнее. Вы не инфекционист, не работаете вот в той сфере, где коронавирус исследуют, лечат. Хотя вы присутствуете же на операциях, вы реаниматолог, да, анестезиолог. Но в целом по коронавирусу, пусть вам это и не ваша отрасль. Как думаете, вот слухи о том, что вот будет вторая волна, за ней третья, или как врач может интуитивно опираясь на опыт, что нам в ближайшие полгода, он закончится, этот гребаный карантин или нет, болезнь отступит или нет, что с ней будет и как нам быть? Это последнее, на этом давайте закончим. Да, вообще хочу сказать, вот Турмет Кураминдер, я хочу сказать, что не надо бояться коронавируса, в том плане, что это человечество переживало не раз эти эпидемии разные, и мы переживем и коронавирус. Тут большинство вот людей про вторую волну говорят, про третью, основываясь на опыте испанки в начале прошлого века. Испанский грипп, испанка, тогда это было смертельное заболевание, тогда умирали и дети, и взрослые. 50 миллионов человек жертв испанки, да. А сейчас это гуманный вирус. Мы его сами между собой называем гуманный вирус, в том плане, что детей он вообще не поражает. Коронавирус? Дети ходят спокойно, родители лежат в температуре, в мучениях, а дети рядом ходят спокойно, хоть бы что. Это гуманный вирус. Я считаю, это какое-то, наверное, свыше, что какое-то вот напоминание нам, людям, чтобы мы действительно оставались людьми, оставались в своих человеческих качествах наилучших. Не лгали, не врали, не принижали тоже друг друга. И вот я думаю, он уйдет. Вторая волна, конечно, возможно осенью. Это опять же говорят по опыту испанки. Испанка была 1,5 года где-то. И этот коронавирус тоже может быть 1,5 года. Но иммунитет мы выработаем коллективный, и я думаю, Казахстан за счет своих социальных, за счет именно вот наша социальная позиция казахов, мы же общительные очень. И поэтому у нас большая такая заболеваемость высокая. И вот я думаю, мы первыми и выработаем коллективный иммунитет за счет вот своей вот этой общительности. Шведы пошли тоже по этому пути, они не вводили карантин, рассчитывая на то, что коллективный иммунитет таким образом быстрее выработается. Шведы, они не социальные, то есть они не как мы, они друг к другу в гости не ходят. Да. Все тогда. Еще что-нибудь хотели бы дополнить? Я хочу просто сказать, что обратиться, чтобы вы не верили средствам массовой нашей дезинформации. Тихо говорите, не слышно. Чтобы не верили средствам вот этой дезинформации. Ведь дезинформацию можно по-разному проводить, можно просто умалчивать факты. И вот это у нас умалчивание фактов, оно приводит к тому, что кажется, что у нас медицина плохая. Да, и это отдается на откуп невежественным людям. Не говорят профессионалы, вместо них начинают выступать невежественно, они плодят фейки. Министерство здравоохранения, наверное, должно проводить ежесуточно брифинги с привлечением врачей, разных врачей, и
говорить о болезни, о состоянии медицины, о каких-то советах, приемах, навыках, ну не знаю. Какой-то медицинский ликбез в обществе должен быть проведен. Обязательно. Но не надо бояться коронавируса, не бойтесь, он пройдет. Мы победим его. Победим. Габит, врач, я Марулан. Всем, кто заболел, выздороветь. Всем здоровья.